Всем добрый день! Сегодня 18 января. Еду в Узян, вернее приехал. Вот у нас стела Узян, а там внизу Узян. Здесь сегодня крещенский денек. Вот решили посетить его. Пригласили нас. Посмотрим, как пройдет он. Ну и вы можете со мной присоединиться. Будет видео наших похождений по Узяну. И конечно, здесь, наверное, на пруду, или где у них будет купель, будет освещение. Ладно, поедем дальше. Гости званые да желанные, давно вас ждем покидаем, праздник без вас не начиная. Встречаем вас на нашей узянской хлебосольной земле. Хлебом, солью встречаем, счастья, радости желаем. Добро пожаловать в гости дорогие, отведайте нашего хлебушка. Солью по нашей Хорошо. Кушайте на здоровье. Дай Бог, да. замерзли? Надо еще купаться. Спасибо. Предоставляется главе сельской администрации села Узян Алексею Михайловичу Севастьянову. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Рад приветствовать на нашей узянской земле всех с праздником, всех с крещением. Здоровья всем! Не замерзнуть, не простыть, приятно провести время. Спасибо. Слово предоставляется заведующей Узянской библиотеки филиала номер 29 Тихонова Любовь Александровне. Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, земляки. Я поближе к вам встану, да, потому что чтобы было послушнее.
Как уже сказали, я работаю в библиотеке. А библиотека – это в селе центр краеведческой работы. И поэтому именно мне сегодня предложили провести нашу экскурсию. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие и в прошлое, в историю, и действительно в реале объедем несколько интересных мест, несколько достопримечательностей. Здесь сейчас я вам расскажу немножечко об истории нашего села, о том, как Узян возник, какие изюминки вот такие вот интересные в истории нашей хранятся, а потом дальше уже по ходу следования буду рассказывать дальше. Официальной датой основания села считается 10 июля 1777 года. День, когда был впущен в работу завод Узянский чугунолитейный, железоделательный, владел им Евдоким Никитич Демидов. Но еще до появления завода строителей на этом месте, на этой земле жили люди, был раскольничий скит. Староверы жили охотой, земледелием, но больше всего среди них было кузнецов. Кузнечное дело было в ходу. А кузнецов в те времена называли хитрецами. И от этого вот слова, от этого названия пошло название поселка Хитровка. А вот когда стали завозить сюда переселенцев для работы на заводе, значительная часть их была выходцами из Псковской губернии, которую в те времена называли Литвой. И ту часть села, где переселенцы обосновались, тоже по сей день называют Литвой. Постепенно Хитровка и Литва объединились, и село стали называть Узяном. Откуда произошло название, тут есть две версии. Самая простая от башкирского слова «узян», что в переводе значит «долина». И второе название – расположение в узком месте между гор. Видите, если мы осмотримся, везде у нас горы, со всех сторон. Хребет Карака и хребет Баштау. И вот между ними мы. У псковитян в окончании слов преобладало «я» вместо «е». Они говорили «узяне». И впоследствии мягкий знак из слова исчез, и появилось современное название. Ну, вот такая красивая версия. В общем, обе версии, они связаны с географическим расположением. Ближайшая гора, которую так и назвали Рудник, оказалась богата залежами железной руды. И все сложилось одно к одному. Место идеальное, сырье для выплавки металла есть. Завод решено было строить здесь. На место строительства, как я уже сказала, прибыли переселенцы, привлекались к работе и местные башкиры. Стали вырубать лес, началось строительство домна, возведение плотины, жилых домов. Как мы сейчас бы сказали, развивалась инфраструктура. Заготовки леса велись по окрестным речкам. И дрова сплавлялись по реке Узян, рубили там их выше, сплавляли сюда через затворы плотины, пропускали в гавань и уже выгружали к углевыжигательным путям. Село стало расти, село стало крепнуть. В Узяне была построена церковь, женская и мужская школа, фельдшерский пункт, работали частные магазины. Хозяева завода менялись неоднократно и в какие-то периоды довольно часто. Последними дореволюционными владельцами были представители династии Вагаун. Постепенно, конечно, завод пришел в упадок, и в 1921 году домна была заморожена, оборудование было вывезено в Белорецк, на Белорецкий завод. И последний караван с чугуном, выплавленным ранее, отправлен был по Белой в 1926 году. Во времена чугунолитейного завода село было очень большим. К началу 20 века численность населения здесь составляла 10 тысяч человек. Сейчас даже сложно представить, да, в 10 раз больше, чем сейчас. Что было дальше? Образовался колхоз, была открыта изба-читальня, был открыт детский дом, детский сад.
1935 году образовался Узянский сельский совет, в состав которого вошли ближайшие деревеньки Роща и Катарыш и также деревня Кагарманово. Дальше была Великая Отечественная. Из Узяна ушли на фронт больше 1000 человек, вернулись меньше половины. Но это мы еще сегодня побываем у мемориала памяти, там поговорим об этом подробнее. В 70-е годы в Узяне и его окрестностях снимались известные телевизионные фильмы «Вечный зов» и «Пропавшая экспедиция». Наверняка большинство присутствующих эти фильмы видели и знают. Кстати, сейчас мы с вами находимся, еще вот одно словечко местное, на Колоковой горе. Тоже откуда такое название? Колокова, как говорят старожилы, искаженная от Кулакова. То есть когда-то здесь в стародавние времена вот на этой площади, на горе проводились кулачные бои между парнями Николаевки и Васильевки с одной стороны и завода и Литвы с другой стороны. Мерились силой, показывали удаль молодецкую, решали, кто сильнее окажется. Ну и вот таких интересных названий в местной топонимике много. Подробнее об истории нашего села вы можете найти в интернете. Угольный сероводород, да? Так, ну вот так вот удачно получилось. Вы уже посмотрели, уже в курсе, что и как тут у нас. А сейчас у нас с вами опять путешествие в историю. И познакомимся с узянскими легендами о том, как этот источник возник. Вообще Узян иногда называют краем родников. Один раз, помню, даже в Белорецком рабочем была статья, где вот это название как раз вот так вот и фигурировало. И это действительно справедливо. Уникальных источников у нас много, каждый со своей историей. И вот самый знаменитый из них, вот этот наш святой источник иконы Табынской Божией Матери. На левом берегу реки Узян, наш Узян почти никогда не замерзает, и то фрагментами, если когда вот как сейчас холодно, да, расположена местная достопримечательность. Источник святой, источник целебный. И возник он, по легенде, в результате чуда. Мимо шел крестный ход со знаменитой иконой, той самой Табынской Божией Матерью. У реки богомольцы остановились отдохнуть, отслужить молебен. А когда отправились дальше, на том месте, куда ставили икону на время молебна, забил источник. Точная дата возникновения источника неизвестна, предположительно это конец 19 или самое-самое начало 20 века. Но то, что крестный ход с чудотворной иконой Табынской Божией Матери действительно регулярно проходил через село наше, свидетельствуют как воспоминания старожилов, так и документальные источники. Вы проходили внутрь и наверняка видели большой камень, там он лежит. Он здесь оказался не случайно. Камень был привезен из Табынска, то есть это село в Гафурийском районе нашей республики, с табынских источников. И этот камень это как вот символ тоже связи нашего родника
с его легендарной прародиной. Вот такая вот красивая история. Мы ее храним, эту историю, мы ее любим. Ну а теперь с нашим родником познакомились, и вы тоже. Я, например, много раз, сотни раз проезжал через Узян и никогда не знал, что здесь вот такой источник. Так что, я думаю, не один я такой. Смотрите, приезжайте, интересно, действительно. Угольный сероводород пахнет. Вот кто был в Васах, я не помню, там сильно насыщенная соль, так вот. А вот Красноусольский, там, да, там очень сильно пахнет. Вода тоже сероводородом. Интересно, конечно, что здесь у нас такой источник есть рядом. На этой сравнительно небольшой площади разместилось сразу несколько таких вот святых, можно сказать, без преувеличения, объектов, таких вот святых мест. И начнем с мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны. В годы, те суровые 40-е, из Узяна ушли на фронт 1065 человек. Первый памятник, самый давний, не вернувшимся с войны узянцам, открыли в 1955 году. Это была просто мемориальная доска «Слава защитникам Родины». В начале 60-х годов в селе появился памятник новый в форме металлической пирамидки на ступенчатом постаменте с красной звездой на вершине и с надписью «Памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Этот памятник существует в настоящее время. Вот он. Осенью 2009 года по инициативе и при финансировании уроженцев села Мальцево и Гущино, а также Лакницкого, Мельникова, Морозова, началось строительство нового мемориального комплекса, вот этого, который и был открыт 8 мая 2010 года. Церемония открытия тогда стала событием районного масштаба. Как видите, да, комплекс представляет из себя 16 мраморных плит с именами. На плитах высечены имена узянцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной. И тех, кто погибли, и тех, кто вернулись. Сейчас, к сожалению, в селе уже нет живых участников. И давайте теперь я вам тоже расскажу о том, что же мы видим. 18 июля 2016 года в Узяне был установлен вот этот поклонный крест. С давних времен было принято устанавливать поклонные кресты на перекрестках дорог, возле сел, возле городов, а также на местах бывших храмов. И вот этот наш крест в Узяне, он как раз установлен на таком месте, на месте бывшего храма. До революции здесь стояла Свято-Троицкая церковь, на месте освященном, намоленном. И когда стали копать котлован для установки креста, лопаты уперлись в остатки фундамента бывшего храма. То есть, что еще раз подтвердило правильность выбора места. Ух ты! Да, тут вообще красота. Так, хорошо. Открой еще. Приятно. О, какой огонек.
Дорогие братья и сестры, как мы знаем, 2 раза в год совершается великое освящение воды, диасма, это в сочельник, то есть сегодня 18 числа, и в сам день крещения 19 января. И по обычаю мы всегда в рождественский сочельник освящаем здесь, в Узяне, крещенскую воду. О Иордане, крещающий тебе, Господи, троическое веся поклонение, родители Бога свидетельствующие тебе, возлюбленного для Сына именуя, иду в виде голубини, известно ваше совести утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Всех, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим великим праздником Крещения Господня. Еще этот праздник называется также Богоявлением, так как в момент крещения в воде стоял сам Господь наш Иисус Христос, на него в виде голубя сходил Дух Святый, и с небес был глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И сегодня хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать всем вам здравия, благоденствия, главное, с ваших семей, чтобы всегда присутствовал мир, благополучие. Всех благодарю вас, дорогие мои, еще раз с праздником, храни вас всех Господь и Матерь Божия. Подходите, разбирайте водичку, подходите к кресту. И сейчас я поеду на реку Белая, там совершу чистку, разрядить чин освящения. Дорогие мои, еще раз с праздником, давайте помолимся, освятим Иордань. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Глас Господень на водах иорданских, примите Духа Святаго, Духа разума, Духа страха Божия, явшегося Христа. О Иордане, крещающий тебе, Господи, свидетельствующий тебе, возлюбленного Сына именуя, и Дух в виде голубини, извивавшего сие утверждение, явлейся, Христе Божий, и мир просвещает, слава Тебе. Ну, всех, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с этим великим праздником Крещения Господня. Очень радостно, что здесь, в селе Узян, этот праздник так торжественно празднуется. И здесь мы собираемся, чтобы пообщаться, ведь живое общение в нашем современном мире очень важно для нас. Я еще раз вас поздравляю, веселитесь, общайтесь. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. С праздником еще раз всех. Богом. Окунайтесь. Как крещение, как вода, как себя чувствуете? Замечательно чувствую, водичка прям вообще классная, праздник замечательный. Ну, почаще бы такие праздники делали, а так все хорошо, спасибо. Спасибо. Да зачем она мне? Не надо, не лезьте. Не лезьте. Еще не желающих, мужчины. Есть еще мужчины, кто желающий? Еще 6, еще две пары, еще 2 пары. Еще у нас.
Молодец! Хорошо. Раз, два, три, пошли! Молодец, терпи. Где бы не была, пока она была. Так. Давай! Я боюсь, я не умею. А побежала первая. Дай? Да. Я боюсь, Они слетели у меня. Раз, два, три, пошли! Ой, потихоньку. Молодцы. А у вас все. Раз, два, три, пошли. Раз, два, три, пошли. Потихоньку. Три, пошли! Стоп! Так, раз, два, три, пошли!
все, мы покидаем сейчас, вернее, Лузян. Посетили крещенский денек. Весело здесь. Еще все в разгаре. И еще, конечно, и купания будут. Но мы уже все камеры у нас замерзли почти. И батарейки сели. Ладно, все. Спасибо. До свидания.